Обзершимас хатырскул коллегаша. Яха хазейз стара бри иқала зарыц харакваз хыцра поят хала стару. Вы ныкала разных анак зарамчпа снапы министерства ахадаква район кварчалус зва ацхра арекнагаз артет харатахума. Ахаиқоп стара пошел гранзе идзбам яхадзбар нико. Убртсрал саверстахуб, Гагра район Иклази был рыбщий. Вавка мероприятия, брат Ренуп. Значит, по Гагрскому району село Алахадзе подпорная стена. Алахадзе, Гагрский район, водопропускная труба. Проведение работ по ремонту моста, село Псахара. Проведение работ по ремонту моста по улице Речная, село Лдза. И очистка русла по Мачаре. Да, Кулерибский район, Мачара, да. Комиссия Ирицбас, Ихацо, Яхсаране, Парайзоучту, кто будет работать и так далее. Вот предварительный анализ ситуации на основании происшествия начала лета текущего года дает основание считать, что человеческий фактор является одним из главных катализаторов развития негативных природных процессов на территории республики. В первую очередь это связано с бурной, но зачастую хаотичной застройки прибрежных населенных пунктов. Многие строящие объекты курортной сферы вводятся в эксплуатацию в обход установленных правил. Происходит нарушение, естественно, оттока воды. Многие, в основном, часть ливневых коммуникаций фактически не работают. Многие они заливают бетонами и на самом деле не справляется водостек. И поэтому происходит подтопление во многих районах республики. Имело бы немало примеров, когда строения возводятся в опасной близости русла горных рек, в том числе и высохших рек. И во время сильного ливня поток воды движется с огромной скоростью, сметая все на своем пути, включая и постройки. Так было 14 июня в городе Гагры по проспекту, вот в Гагре по проспекту Гардзенба. Вот, да, это Колхида. Там же тоже он что-то соорудил прямо на Захлево, на берегу. Над речкой был навес. И унесло все, правильно? Да, и я считаю, что мы при этом необходимо внедрить систему мониторинга предупреждения ситуации, охватывающей всю территорию. Мы ведем сейчас переговоры с нашими коллегами, я вам об этом докладывал, чтобы спутниковые навигации показывали более уточненно и заблаговременно изменение погоды, оползней, наводнений. Такая система есть у наших российских коллег. Мы писали им письмо, получили ответ. Сейчас мы создаем совместную комиссию, и у них есть такая система, работает, и часть территории Абхазии туда входит. Нам просто нужен доступ, и я разговаривал со своими коллегами. В ближайшее время мы будем встречаться. Скорее всего, это будет здесь, и проработаем. Это даст возможность нам заранее отреагировать вовремя происходящем. Да, уже мы получили письмо, что на основании соглашения межведомственной, и оно я думаю, что в ближайший месяц мы это проработаем. А какая территория Абхазии охвачена? Полностью вся территория. Сегодня работы все выполнены госкомпанией «Абхазберегозащита». То есть сразу после стихии туда были направлены все силы, вся техника, что есть у предприятия, выполнены работы на общую сумму 9 миллионов 48 тысяч рублей. Это 4 мероприятия по Гагрскому району, то, что финансировалось через Управление капитального строительства и средств резервного фонда президента. Остальные мероприятия, у меня здесь 17 мероприятий в этом году, могу перечислить, если нужно, пройтись по районам. Значит, по городу Сухум у нас улица Гумская, это на Виеме,
после наводнения тоже у нас обрушилась подпорная стена, была вероятность обрушения домовладения, и из средств резервного фонда президента было профинансировано 3,5 миллионов рублей. Госкомпания «Абхазберегозащита», подпорная стена восстановлена. Восстановлена, да. По Ачимчирскому району в 2023 году восстановили мост в селе Паквач, большой мост, стоимость 15 миллионов рублей. Его полностью смыло во время дождей, во время поднятия реки. Значит, мост восстановлен силами Абхазберегозащиты. В селе Лабра в 2022 году мы один большой мост восстановили, в 2023 восстановили 2 моста, но они пока, один профинансирован, второй пока не профинансирован, вот, который дорога к строящимся винзаводу, вы в курсе, там после стихии, вот мы его восстановили, сейчас ждем заключения комиссии и тоже будем финансировать, значит, это, значит, Ливневый канал на улице Варлама Габли, это дорога, ведущая в морпорт в Ачимчирах, тоже пострадал во время стихии. Он тоже был восстановлен силами госкомпании «Абхазберегозащита». За 2,5 миллиона рублей было профинансировано, работы выполнены. Итого по Ачимчирскому району в 2023 году из резервного фонда президента профинансировано 20 миллионов рублей. На ликвидацию последствий чрезвычайных. На ликвидацию, да, последствий стихии, да. И сейчас ведутся работы на въезде в город Ачимчира. Также мы с вами были после стихийного бедствия, когда, помните, ездили к людям, заходили. Канал, который тогда людей затопил, сейчас уже там работает техника. Авансы пока не проплачены, но мы не стали дожидаться финансирования. Сразу Абхазберегозащита приступила к работам. Я думаю, что там в течение 3 недель работы будут завершены. Также у нас предстоит отремонтировать, восстановить мост в селе Моква, тоже пострадал во время стихии. Там тоже порядка 3 миллионов рублей, сметная стоимость его будет, но мы пока к работам не приступили. Все эти работы, которые я перечисляю, выполняет госкомпания «Абхазберегозащита». По Гулерипскому району, значит, у нас ведутся масштабные работы. 103 миллиона рублей у нас уже сумма госконтрактов, у нас 103 миллиона рублей. В основном это работы по реке Кодор. Работы по реке Кодор как со стороны Ачимчирского района, так и со стороны Гулерипского района уже проводятся. И в 2022 году проводились, и в 2023 году они проводятся. Из 6 участков, которые финансируются из резервного фонда президента, 4 участка уже, по 4 участкам работы выполнены. Еще 2 участка нам предстоит сейчас сделать. Это форелевое хозяйство в Гулерипском районе и район Виноградников. Работы по защите линии электропередач, которые там на берегу реки стоят, проводились и в прошлом году, но сейчас вот компания работает более масштабно, хотим защитить, потому что там 3 ЛЭП стоит 220 киловольт, которые обеспечивают там всю Абхазию электроэнергией. Работы на Кодор ведутся непрерывно, и хочу от себя добавить, что вот канал, на котором мы с вами были, вы приезжали, его осматривали, по моему убеждению, что он спас от подтопления и Адзюбжу, и село Варча во время последнего наводнения, потому что действительно там очень большой поток воды был, и канал 2-километровый, шириной 200 метров, вот мы его успели подготовить, и через 2 дня эта стихия, как раз вода сама пришла в этот канал и по каналу прошла, не затопила. А так была вероятность подтопления даже аэропорта, по мнению специалистов, экологов. Ну, сегодня вопрос решен, работы продолжаются. Это по Гулерипскому району. В Гулерипском районе еще проведены работы по очистке реки Парнаут. 3 миллиона рублей было потрачено, работа выполнена. Также, как показала ситуация, что наводнение было, но людей не затопило, вода, то есть из русла не вышла, благодаря тому, что мы успели вовремя предпринять меры.
И предстоит нам провести работы в реке Мачара. Сметная документация у нас готова. Сейчас в комиссии принято решение о том, что необходимо провести эти работы. Сметная стоимость 6,5 миллионов рублей. Я думаю, что вот подрядная организация там, в течение 10 дней уже может приступить к выполнению работ. Это Сколько времени потребуется, чтобы работу выполнить? ну, я думаю, недели 3. Еще раз, что там с мостом? Мост во время наводнения тоже его подмыло, старый мост. Мы сейчас новый построили. А строители Селекацикат уже построили? все уже построили, да, ввели в эксплуатацию. По нему уже ездят грузовые А когда автомобили. построили? Ну, закончили буквально там 1,5-2 месяца назад. Это вне инвестпрограммы. То есть без этого моста Кацикат не по работает. дороге на полигон? На полигон, Аслан Георгиевич, вы когда на полигон приезжали, вы по нему тогда приехали. Вы уже по нему, да. Было время, когда мы Мы с левой стороны был брод. Да, вот, Вот видишь, хорошее даже не видно, сделали и не заметили. Ну, да. Проехали мимо. да. Также, как Саид Геннадьевич сказал, на реке Малой Скурчи восстанавливаем мост силами госкомпании «Абхазберегозащита» и средств резервного фонда президента. Это дорога в аэропорт. Там тоже ситуация плачевная была, подпорные стены подмыло, опоры моста подмыло, одна полоса уже обвалилась, и было принято решение сейчас остановить движение полностью. Там есть объездная дорога, и ведутся работы, там сваи забиваются, то есть масштабные работы, капитальный мост, и в течение там 3 недель, месяца уже работы будут завершены. Это все, в принципе, то, что из резервного фонда финансировалось управлением капитального строительства в 2023 году. А на этот год или на прошлый год какие-то деньги в бюджете на ликвидацию последствий? Ну, это главы приходили после дождей, после маленьких. После, а до? Бюджет, что ли? До этого приходили главы сел, когда не стихийное бедствие, когда дожди, речки поднимались, ну, до 1 миллиона рублей мы выделяли там на расчистку русел, дорог, подсыпка. Из резервного фонда своего. Резерва. Из А рез- в бюджете не было? Нет, в бюджете, но с резервного фонда. Я с бюджета А сейчас вы целевые заложили в бюджет? целевые, да. Вот это правильное решение, Аслан Георгиевич. Они могут и 20 заложить, и Это, я думаю, нужно будет создать комиссию, просто чтобы специалисты помогли, экологи, да, где нужно провести эти работы. стихия имеет и плюсы, и минусы. Работы проводились после военного времени, но частично, не в больших объемах, да. Ну, я думаю, что, учитывая то, что сегодня происходит с природой, нам нужно будет Понятно. подойти к этому. Хорошо. Премьер-министр, уважаемые коллеги, дорогие друзья, в администрацию Гурьевского района обратились жители с коллективным письмом села Мачара. Это коллектив, педагогический коллектив школы Мачарской школы. Там насчитывается более 21 преподавателя и более 100 человек детей, учащихся. И жители улицы Заречная. Там более 185 семей, более 400 человек жителей. С просьбой оказания помощи в связи с тем, что весенние паводки, и река Мачара поднимается и угрожает двору школы, где происходят спортивные мероприятия. Там же также установлено учреждение, где люди проводят совещания, концертный зал. А на реке, на улице Заречная подмывает основную дорогу. Это может оставить часть жителей села без дороги, и они не смогут уже выйти на большую дорогу, или к ним не сможет проехать даже медицинская помощь для оказания поддержки в случае надобности. Мы составили комиссию, мы пригласили в эту комиссию МЧС и других авторитетных организаций для того, чтобы изучить ситуацию более профессионально. И пришли к выводу, что необходимо сегодня для предотвращения весенних паводков обратиться к руководству страны, к вам, Аслан Георгиевич, с просьбой оказания содействия, помощи в капитальном проведении работы берегоукрепительных работ на реке Мачара. Там делался мост лет 6 тому назад, который был смыт весенними паводками. Этот мост соединяет улицу Заречная с военно-сухумской дорогой. Который был сделан, его смыло? Его смыло. Да, весенние паводки. Мы по этому мосту тоже комиссия была составлена, документы были переданы в кабинет министров, и сегодня, возможно, будет рассматриваться этот вопрос. Ну, при тех обстоятельств, которые сегодня перед нами вызовем весенние паводки, нам необходимо сперва провести берегоукрепительные работы,
А в последующем, уже когда придет на ту возможность, документы находятся в кабинете министров. Вы смотрели, да, эти документы видели? Пока нет, на комиссии. Там надо заключение специалистов берегозащиты собственно сделать, уже будет понятно, что надо делать раньше и где. Сколько человек проживает на... Более 400 человек живет на улице Заречная. Это те, которые зависят от режима работы моста? Нет, от режима работы моста зависят те люди, которые возят своих детей в школу через эту реку. Это река Мачара, она во время весенних паводков поднимается, и угроза, неоднократно мы докладывали о том, что есть угроза. Сегодня реальность такая, уже моста не существует, нам необходимо берегоукрепительные работы. А сейчас как ездят? Они ездят в объездную, да. И сегодня угроза подмывания дороги, что люди не смогут просто выехать на центральную трассу. Я заранее благодарю вас за оказание вашей поддержки и помощи в этом вопросе. Это понятное дело, это наш долг. Благодарю. По состоянию на сегодняшний день резервный фонд, я скажу целиком, а потом в частности, использован в объеме 358 миллионов рублей. То есть 42 миллиона рублей – это остаток до конца года. На предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий 211,8 потрачено. Если брать, исходя из российской финансовой помощи, не добавляя наших, то это 60% резервного фонда президента. Это очень масштабные расходы. Я об этом тоже говорю и сейчас повторюсь. Резервный фонд президента используется в основном вот на цели, связанные с такими мероприятиями, с оказанием помощи, в том числе гражданам, пострадавшим в стихийных бедствиях. Просто практика показала, надо значительно увеличить резервный фонд президента. Но как минимум на 100, на 150 миллионов. Сегодня ресурсы направляются в отработанном режиме, когда ведутся строительные работы, аванс выполнения плюс закрывается контракт. Если решение принимается по оказанию материальной помощи гражданам пострадавшим, то по возможности 100% сразу, конечно, человек сразу получает материальную помощь, там, не частями. Вот так сегодня обстоят дела. Объем средств, направляемых по районам, вот Тимур Михайлович говорил, принятые обязательства по Гулирибскому району 122 миллиона рублей. Итого 120. Сухумский район у нас небольшая сумма, 2 миллиона рублей, Ачимчирский 33, Гагра, о нем сказали, это вот последняя стихия, 9,7 миллионов, 9,0 на строительные работы были потрачены, остальные там проектно-сметная документация. Ну, Гудаутский район у нас 7,6, Кварчал есть 4,5, Гал, небольшая там материальная помощь 300 тысяч, и у нас город Сухум 31 миллион рублей. То есть все районы у нас в разной степени по объемам получили поддержку на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Подтверждаю то, что говорили коллеги, не могу не подчеркнуть слаженную работу ведомств. Первое – это результативная работа Черноморэнерго. За те сроки, за которые мы сумели восстановить электроснабжение в Гагрском районе, но редко такие работы выполняются таким образом. Слаженную работу администрации Гагрского района. Фактически они сняли с нас огромную нагрузку. То есть мы занимались магистральными линиями, дорогами, каналами, значит, дамбами, к которым близко никто не подходил последние 35-40 лет. И те работы, которые мы сделали в Алахадзе, сделали в Илдзае, в Сахаре, а в Алахадзе там на самом деле было отрезано село, один берег от другого, скажем. То же самое было с улицы Речной в Илдза. Там мы привели в порядок очень быстро один мост, и второй практически заново его сделали. Работы позволили избежать дополнительных проблем, которые возникли через какое-то время. Но в Илдза мы сейчас тоже продолжаем работу, там тяжелая техника стоит, там есть канал, который очень давно не чистился, так,
Юрий Львович. Глава села 2 дня назад принес документы, там нужно 2 миллиона 800 тысяч, сумма нужна полностью, все каналы. Ну, расчистить. мы пока не считали, потому что надо, вот какой Я дождь имею был в виду вчера, внутри села, а вокруг села идут большие каналы. Да, которые, там это тяжелая техника работает. Вы Ахамцар, Кобзе, Клейр, и опять у нас, к сожалению, могут повториться подобные проблемы. Ну, скажу так, Александр Георгиевич, в этом смысле, почему мы везде поставили, значит, работать госпредприятия, мы им сказали так, ни о какой прибыли сейчас речь не идет, надо выполнить работу, потом будут другие работы, которые мы оплатим сполна. Вот эти суммы 9 миллионов, о которых мы сейчас говорим, они должны были быть значительно больше. Ну, люди свое сделали, люди ночевали там, и могу сказать, и сельчане уважительно отнеслись к тем, кто работал, Цикаргон, Фотокаргон. В общем, неплохо поработали. МЧС нам серьезно помогло техникой. То, что касается Гулибского района, Александр Георгиевич, упреждающие работы надо провести, это факт. Вот если не было бы этого канала в 2 километра, о котором говорил руководитель УКСа, вода точно дошла бы до аэропорта. Там был такой дебит воды, когда до моста оставалось сантиметров 10. Так, Тимур? Вы за Хацан и Успзеги Ахалцит. Пока так. То, что касается писем по отдельным гражданам, мы все обязательства, Сергей Геннадьевич, выполним в обязательном порядке. Там была большая проблема в Чагрипше, да, и второй дом в Осечко. Васечко, семья Жиба. Жиба. На 3 миллиона Рублей. Так что Хочу поблагодарить всех, глав администрации, МЧС, строителей, правительства за слаженную работу. Молодцы. Наверное, таких слов никогда не говорил, но пришло время это дело отметить. Дальше будем анализировать ситуацию. Будут деньги в бюджете, и будем планировать обязательно мероприятия в упреждающем режиме. Вот. То, что вы сказали по поводу возможности доступа к программе мониторинга, если такая ситуация состоится, то это, конечно, будет серьезным образом облегчать нашу работу. Тогда, подводя итог, мы говорим о том, что эти работы по началу у нас завершатся к 10 октября. Надеюсь, качество работ соответствует тем требованиям, которые в данном случае уместны. Так? обязательно. Контроль жесточайший. Никто не обижается на это, но зато есть результат.